Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне хотелось бы сегодня рассказать вам, как реализуется профессионально ориентированное образование в агрошколе в нашей школе. Мы являемся межрегиональным ресурсным центром школа агробизнес Тамбов. Мы являемся федеральной стажировочной площадкой для 21 субъекта Российской Федерации. 32 школы и 11 учреждений СПО нашего региона находятся под нашим кураторством. С 2011 года в нашем регионе реализуется проект «Система непрерывного агробизнес-образования», в который мы входим. Мы занимаемся подготовкой кадров для агропромышленного комплекса области за счет ранней профилизации школьников. И для того, чтобы мы могли решить поставленные перед нами задачи, в школе создана инновационная инфраструктура, в которой входит Центр агробизнес-образования информационных технологий, лаборатория биотехнологии, микробиологии, физиологии растений, цитологии, лаборатория агрохимии, аналитической химии, комплекс для изучения пищевых производств, учебная мастерская механизация сельскохозяйственного производства, бокс механизированной техники. В школе есть мини-агрокомплекс, в который входит школьный сад, мини-питомник, мини-маточник, 2 теплицы без обогрева, 1 стеклянная теплица с обогревом, опытно-экспериментальный участок и информационно-консультационный пункт АПК для взрослых. Вот на этом дереве хорошо представлена модель реализации агробизнес-образования в нашем образовательном учреждении. Обучение у нас начинается с детей дошкольного возраста, группа кратковременного пребывания, дошкольной подготовки. Здесь идет ранняя профориентационная работа в сфере сельского хозяйства, и также продолжается она в начальной школе. В основной школе идет предпрофильная подготовка, а допрофессиональная и профессиональная подготовка – это уже в средней школе, через колледж-класс, университетский класс. И уже взрослое население через информационно-консультационный пункт АПК, переподготовка, повышение квалификации, консультирование взрослого населения. Мы за эти годы уже проработали и структурировали вот такую модель непрерывного агробизнес-образования на основе сетевого взаимодействия. В центре являемся мы, это региональный ресурсный центр агробизнес-образования и все направления, которые я вам уже сейчас сказала. Мы тесно взаимодействуем, естественно, с управлением образования и науки нашего региона, управлением лесами, управлением труда и занятости населения, управлением сельского хозяйства, институтом повышения квалификации работников образования, Мичуринским государственным аграрным университетом, ресурсным центром непрерывного агробизнес-образования на базе Мичуринского государственного аграрного университета, с учреждениями СПО, аграрным технологическим техникумом, естественно, с потенциальными работодателями, это акционерное общество «Тепличное», это племенной завод «Пригородный», это Тамбовское лесничество, у нас появились новые партнеры, это группа компании «Русагро», это общество с ограниченной ответственностью «Белая дача Тамбов Фарминг», с центром занятости населения, с социумами, школами нашего региона и школами других регионов. Дело в том, что в 2014 году на втором съезде учителей сельских школ была учреждена ассоциация агрошколы России, и наша школа стала курировать эту ассоциацию. В данный момент в эту ассоциацию входит более 180 агрошкол нашей страны. Вот про урочную деятельность. Мы в программы по предметам, такие как окружающий мир, технология, обществознание, биология, химия и другие, включаем модули именно агронаправленности. Ну, например, такие как злаковые культуры, основа обществознания в агробизнесе, будущем аграрию, экономическое решение и так далее. Вот подобные занятия у нас включены именно уже в программу по данным предметам. Кроме этого, мы ведем профильные элективные курсы, такие как развитие лидерских качеств будущих предпринимателей. Элективные курсы мы начинаем вести, начиная с 5 класса, и идут они по 11. Бизнес-планирование, решение экономических задач и тому подобное.
Вот один из курсов элективных «Биологические основы сельского хозяйства», которые у нас идут. Допустим, в 5 классах идут основы земледелия, в 6 основы растениеводства, в 7 основы животноводства и так далее. А, В средней школе, как я уже говорила, мы реализуем модель колледж-класса, университетский класс, и у нас есть профильные классы. Колледж-класс у нас мы даем специальности детям, опять-таки по заявлению детей, по их выбору. Это агрономия, механизация сельского хозяйства. Профильные классы, такие идут профили, как социально-экономический, химико-биологический, агротехнологический. И университетский класс, который у нас есть университетский класс с Мичуринским государственным аграрным университетом, или же с Тамбовским государственным университетом или имени Державина. Здесь представлена именно реализация модели колледжа класса с аграрно-технологическим техникумом. Дети по окончании школы получают права тракториста, и вот уже с первой своей специальностью они выходят из школы. С группой компании «Росагро» мы реализуем проект «Корпоративное обучение через сетевую организацию внеурочной деятельности в сельской школе» в форме проектного офиса. Программа разработана совместно со специалистами группы компании «Росагро», Мичуринским государственным университетом, ну и, естественно, преподавателями школы. Это такие, как вот в начальной школе бизнес-академия «Знайка», один из курсов внеурочной деятельности, направленный на получение экономических представлений, необходимых с практической деятельностью, ну и так далее. Далее у нас идет такой курс, как «Экодом», который способствует формированию у ребят практических умений, навыков по изучению и восстановлению по охране окружающей среды. «Старт-лидер» обучает навыкам эффективного взаимодействия в команде, развивает коммуникативные лидерские качества. Мы выбирали те направления, которые требуются именно данной группе компаний, что им нужно для их будущих сотрудников. И на основе этого простраивали вот эти курсы внеурочной деятельности. Химия в агробизнесе. Курс внеурочной деятельности «Твой выбор». Как раз здесь и экскурсии на предприятия, и проверка своих, и проведение профессиональных проб и так далее. Очень тесно сотрудничаем с 2015 года мы с московской агрофирмой «Сидек». По направлениям сортоиспытания семеноводства овощных культур, научное и информационное сотрудничество в сфере овощных культур, создание демонстрационной площадки агрофирмы на нашей базе, проведение лекций и семинаров. Дети выращивают овощные культуры, семена нам предоставляет агрофирма, а затем мы проводим, когда уже собран урожай, мы проводим день поля, куда приглашаем общественность, приглашаем фермеров, приглашаем руководителей агропредприятий, учителей сельских школ и так далее, любую общественность. И дети наши дают рекомендации, какие сорта для условий Тамбовской области наиболее эффективны, какие болезни стойкие, какие дают больший урожай и так далее. То есть даем такие рекомендации. Кроме этого, ведем статистику урожая, проводим на всевозможные исследования, и с этими работами уже дети выходят на федеральные уровни с этими работами. С 2019 года, в 2019 году мы выиграли грантовый конкурс на создание в школе научно-учебной лаборатории «Агрокуб» по 4 направлениям: биотехнологии, микробиология, агротехнология, робототехника. Здесь мы сотрудничаем, курирует этот проект Российская академия наук, сотрудничаем, почему клуб? Сотрудничает школа, вуз и предприятия. Вот у нас 2 вуза-партнера и 2 предприятия. Вузы – это Мичуринский аграрный университет, Тамбовский государственный университет имени Державина, и 2 предприятия – это акционерное общество «Тепличное» и общество с ограниченной ответственностью «Белая дача Тамбов Фарминг». Мы разработали совместно 3 программы дополнительного образования. Дети на эти занятия могут приходить не только наши школьники, а любой ребенок
с нашего региона, кто имеет там доступность, кто хочет и так далее. Это основа агротехнологии, юный биолог, перспективные технологии в сельском хозяйстве. Выбрали, именно промониторили, что требуется нашему региону, и выбрали эти направления, и все здесь нацелено на то, чтобы поднимать АПК нашего региона в будущем этим специалистам. Ну вот основы агротехнологии, это здесь идут модули, все программы модульные, природные факторы в агротехнологии, защита растений, энтомология для сельского хозяйства, сейчас это на пике, для теплицы, для всего идет. Юный биолог, здесь основа микробиологии, биотехнологии, естественно, проектная деятельность. И перспективные технологии в сельском хозяйстве. Здесь идет одно из интересных направлений, это практическое применение продуктов биоконверсии, то есть отходы, которые получаются на земельном участке, как их переработать для того, чтобы это было биоудобрение. Ну и робототехника в агробизнесе, потому что о цифровизации агропромышленного комплекса, об этом сейчас говорят уже на всех уровнях. Это небольшой опыт, который представили мы. Если вам будет что-то интересно, звоните, пишите, спрашивайте. Мы всегда рады вам ответить. Спасибо за внимание.